Волонтерами моря стали Саяна Пухальская и Экер Даву. Наши земляки живут в Краснодарском крае. После сообщений об аварии в Анапе при первой же возможности отправились в Причерноморье добровольцами, чтобы внести свой посильный вклад. Мы зарегистрировались в главном штабе. Он находится в городе Витязево. Там вас регистрируют и выдают СИЗы, средства индивидуальной защиты. То есть комбинезоны, там респираторы, очки. После выдачи этих СИЗов вам дают список пляжей, где вы можете принять участие по уборке мазута. На момент приезда Саяны и Экера рабочие руки больше всего требовались штабу «Жемчужная-9». Штаб занимается пострадавшими от мазута птицами. Весь процесс распределен по группам. Часть людей занимается отловом, другая – отмывкой. Третьей группе, в том числе Саяне и Экеру, поручено присматривать и ухаживать за пернатыми. На третьем этаже это была больница для птиц. То есть на третьем этаже была чистая зона, туда полностью заходишь в СИЗе, там находятся птицы, самые главные люди там ветеринары, конечно же, они следят за состоянием там каждой птицы. В нашем штабе были черноморские чомги, такая порода птиц. Я впервые видела такую птицу, то есть это что-то похожее на уток. В течение 3 дней Саяна Пухальская кормила птиц, присматривала за ними, отслеживая их самочувствие. Экер Даву занимался кормом для пернатых, размораживал ледяные брикеты, фасовал рыбу. У меня была птица с температурой. И температуру, то есть как я поняла, что она с температурой, то есть температура тела, когда держишь, да, при кормлении, она была прям горячее, чем остальные, поэтому это оказалось, что действительно температура, и нам надо было еще анальгин давать этой птице. Черноморскую чомку удалось выходить. Все подопечные Саяны и Экера были в порядке на момент отъезда волонтеров. По предварительным данным, добровольцы в Анапе поймали 6 тысяч замазученных птиц. Из них, благодаря чуткому руководству ветеринаров и волонтеров, удалось спасти 3000 птиц. Люди такие же, как и мы, которые приезжают вот по выходным, помогают и уезжают, да, а есть люди прям, которые приехали с целью 2-3 месяца посвятить себя вот этой вот работе. И это люди со всех уголков. Настолько удивительно было, что это совсем разные люди, и они вот так вот бескорыстно вот приезжают и участвуют вот в этих работах. Там волонтерские команды уже как семьи, знаете, есть такой костяк, который долго уже работает, и они прям полностью отдаются этой работе. Из-за крушения 2 танкеров в Керченском проливе 1000 тонн мазута вытекло в Черное море. В Анапе введен режим ЧС федерального уровня. На ликвидацию последствий экологической катастрофы уйдут годы. Сейчас сотни неравнодушных людей со всей страны съезжаются в Причерноморье, чтобы помочь нашей с вами природе. Присоединиться к добровольческому корпусу можно, как это сделали Саяна и Экер, через группу в Телеграме, которая называется «Волонтеры моря». Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.